мы говорим на том языке, который нам удобно, то есть на котором мы пытаемся мысли излагать. Ага. Но на самом деле это неправильно. Мы можем и на двух языках излагать мысль. Дело даже не в знании слов. Потому что, грубо говоря, никто не просит у вас академический там адибитель, ешкім сұрамайды. Біріншіден адамдар сұрайды, просто он қалай адам түсінесің, не айтып жатыр адам, қандай мәселе көтеріп жатыр. Мысалы, адамдар, там даже те же самые дети, там на улице стоят, общаются, разговаривают. Если кто-то начинает казахским разговаривать, то дети уже немного такие, уже не хотят разговаривать, не поддерживают разговор, не понимают. Это сформируется с детства. Ну, с детства такая установка, сен қазақ тілін білмейсің ба, орыссың ба, и вот с этого и начинается. Ну, мы живем не в таком пространстве, где у нас, грубо говоря, только этноцентризм один. Мы живем в очень полиязычном, грубо говоря, и полиэтническом пространстве. И для того, чтобы казахский язык стал языком не просто государственным языком, то есть государственный язык и деление, вот государственный, официальный язык, он часто портит вот представление о том, что я часто вижу в там, Инстаграме часто выходят люди, которые начинают поднимать вопрос там, языка, они часто говорят, что вот как вы думаете, какой у нас государственный язык? Они говорят, ну, русский. Ну, это русский не государственный язык. Говорят, какой государственный язык? Казахский, русский, говорят. Но они стоят на своем. Но на самом деле это неправильно. Потому что государственный язык – это казахский язык. А русский мы говорим официальный язык, язык официального общения. Также язык – это язык делопроизводства на самом деле. Да. Вот я сам как работаю в государственном секторе, в подведомственной организации, я часто вижу эту проблему. То есть документ делается на русском, потом переводится, потом с этого формируется калька языка, и, грубо говоря, вот начинается с этого проблема. То, что мы делаем какие-то языки второстепенные.